Осетины – один из древнейших народов Кавказа. В царствование императрицы Екатерины II они добровольно вошли в состав Российской империи, направив в Петербург специальное посольство. С тех пор во всех войнах, которые вела Россия, они показали себя как исключительно храбрые и верные долгу воины. До 1917 года из этого маленького народа вышло 33 генерала и 1000 офицеров российской армии. У нас у осетин в традиции всегда человек с ружьем, человек-защитник Отечества в почете. Когда рождается мальчик, собираются близкие соседи, то самое главное пожелание: пусть новорожденный, допустим, по имени Сергей Салтан, станет офицером. Это как бы высшее пожелание вот к Всевышнему, чтобы этот ребенок вот стал офицером, то есть защитником Отечества. По дороге на Владикавказ, у селения Дзуарикау, стоит один из самых поразительных памятников Северной Осетии. 7 сыновей проводила на фронт осетинская крестьянка Тасо Газданова. И ни один из них не вернулся домой. 7 журавлей застыли в небе над вечно безутешной маленькой женщиной. Старший, Магомед, погиб, защищая Севастополь. Ему было 37 лет. Там же, у стен главной базы российского Черноморского флота, сложил свою голову его брат Хаджисмил, 35 лет от роду. Дзарахмет служил в кавалерийском полку. Смертельную рану получил при обороне Новороссийска в 1942 году. 4-й сын, Махарбек, был учителем осетинского языка. Погиб зимой 1941 при обороне Москвы. 5-го, Сазырыко, немецкая пуля сразила во время ожесточенных боев за столицу советской Украины, город Киев. 6-й сын, Шамиль Газданов, прошел всю войну. Был награжден 2 орденами Красной Звезды. Кадровый офицер, артиллерист. Он погиб во время штурма Берлина, всего за несколько часов до победы. Младший, Хасанбек, закончив школу, ушел на фронт добровольцем, чтобы отомстить немцам за братьев. Погиб во время освобождения Белоруссии в 1944 году. Ему было всего 23 года. Когда на почту пришло извещение о его гибели, все село в знак скорби надело траур. Сегодня главная улица Дзуарикау носит имя братьев Газданова. Дом, где они родились и выросли, не сохранился. Во время боев за Владикавказ его разрушила немецкая бомба. В сельской школе, где когда-то учились все 7 братьев Газдановых, сегодня существует музей их памяти. Мать Тасо Газданова умерла, когда ей принесли похоронку на 3-го сына, а отец Ашахмат скончался от горя после того, как увидел, что старейшины несут в его дом 7-ю похоронку. Всего из села Дзуарикау на фронт ушло более 200 мужчин. 187 из них домой не вернулись. Сегодня, если бы эти люди вернулись с фронта, сколько бы у меня было учеников. Все они ушли на фронт, кто-то, может быть, первый раз взял оружие в руки, кому-то было очень страшно. Но они защищали свою родину, они это все так понимали. И сегодня молодое поколение, которое растет, я думаю, обязано точно так же воспринимать все, что идет в этой стране. Это наша страна. И мы должны ее любить такой, какая она есть. Конечно, улучшать, конечно, делать все, чтобы она была лучше, но любить ее и защищать в нужный момент. Из Северной Осетии на фронт ушел каждый 4-й житель республики. Всего 93 тысячи человек. Половина из них погибла.
5 апреля 1942 года Гитлер подписал директиву номер 41, в которой поставил своим войскам задачу в кратчайший срок овладеть Кавказом. Мы должны лишить Россию кавказской нефти и тем самым подорвать ее способность вести современную механизированную войну, заявил фюрер своим генералам. План операции получил кодовое название «Эдельвейс». Наступление на Кавказ началось в июле 1942 года. На участке главного прорыва гитлеровцы превосходили наши войска в артиллерии в 6,5 раз, в танках в 4 раза. Немец, как начнет стрелять из орудий, и бьет и 10 минут, и 20 минут, мы к артиллеристам: ребята, ну что же, а у нас лимит. В августе 1942 года немецкие войска взяли Моздок и вышли к главному Кавказскому хребту. Гитлер объявил, что Советский Союз стоит на грани краха. Именно в этот период был издан приказ Сталина номер 227 «Ни шагу назад». В нем говорилось, что те, кто отступил или не выполнил приказа командира, являются предателями Родины и должны быть расстреляны на месте. Тяжело раненый, и оттуда кричите один: дайте воды, браток, дай воды, земляк, помоги, кровотечение. Был такой случай тоже, один просил: забей меня за рай. Ну как, я рядовой человек, я не имею права останавливаться, вперед надо идти. Командир, и без разрешения командира и воды не давал, и таких возможностей период наступления нету. В начале 1942 года командование Закавказского фронта искренне полагало, что Кавказские горы сами по себе являются непреодолимой преградой на пути врага. Поэтому на многих дорогах и перевалах даже после начала немецкого наступления вообще не было никаких войск. Задача по взятию основных перевалов Кавказа была возложена Гитлером на специальный 49-й горно-стрелковый корпус вермахта. Этот корпус состоял из лучших альпинистов Германии, Австрии, Италии и Румынии. Интересно, что до войны многие офицеры знаменитой дивизии «Эдельвейс» успели побывать в этих местах в качестве туристов, и поэтому прекрасно знали здешние дороги и перевалы. В экипировку немецких егерей входили специальные горные ботинки с шипами, фланелевое шерстяное белье, теплые спальные мешки, спиртовые кухни, солнцезащитные очки, ледорубы и целый набор спасательных средств. На вооружении, помимо автоматов и пулеметов, у них были легкие разборные пушки. Против егерей Эдельвейса командование Красной Армии было вынуждено бросить в бой обычные стрелковые части. Им не нужны были никакие поводыри. Они знали каждую тропу, то есть они готовились абсолютно серьезно, начиная от карт и кончая одеждой солдат, которые пришли туда. А нас бросили в одних пилотках. Вы же понимаете или нет, в летней одежде. О какой зимней одежде могла идти речь? В конце лета Берлинское радио передало сенсационную новость. 21 августа 1942 года в 11 часов утра горные стрелки дивизии «Эдельвейс» покорили величайшую вершину Кавказа Эльбрус. На высоте 5633 метра над уровнем моря они вооружили германские войска.